зарплате мы стоим в пятерке самых тех учреждений, которые, у которых зарплата, скажем так, выше среднего, достойная заработная плата. Поэтому я считаю, что в наше время это хорошая мотивация, хороший такой стимул, скажем так, вернуться в родные края. Вот. Отделение сейчас их вместе объединили как одно отделение терапевтическое, но там в составе неврологической койки, кардиологической койки терапевтические. Есть хирургический блок, хирургическая служба, это самое хирургическое отделение, и внутри уже травматологии койки, урологические и офтальмологические койки. И достаточно большой объем оперативного вмешательства проводится. Вот в этом 2 операционных блока. Есть служба родовспоможения, есть роддом, есть гинекологическое отделение. Уважаемые наши врачи, Эльмир Галимханович, Аллах Беса, 9 февраля, 70 лет, давайте вот мы его с наступающим поздравим, 70 лет. Сколько отработал, сколько у него таких учеников благодарных. Олег Дмитриевич у нас тоже заслуженный работник, почетный гражданин наш. Поэтому наши почетные легендарные. Рождаемость у нас 3 года, положительная демография была, 2 года мы опять на минус пошли. В прошлом году минус 46, да, 47 вроде, до этого тоже минус 20 было. Поэтому это тоже один из главных показателей. Поэтому я хотел вас еще раз поблагодарить, пожелать вам успехов в учебе, нашим будущим, нашим студентам, пожелать тоже успехов, правильно выбрать профессию. Сегодня университет готовит специалистов со средним и высшим образованием по всем медицинским специальностям. Лечебное дело, педиатрия, стоматология, фармация, медицинская биохимия, медицинская физика. КГМУ – это вуз, который имеет высокий кадровый потенциал. В нашем университете преподают 3 академика – это Никольский, Зефиров и Амиров. Также много докторов и кандидатов наук.